Футбольные клубы Чувашии продолжают борьбу за кубок МФС Приволжья. Напомним, что республику в битве за почетный трофей представляют 3 дружины мастеров кожаного мяча. На матче Цивильского Бомика побывал мой коллега Вячеслав Ильин. Футбольные клубы, задействованные в розыгрыше Кубка Межрегионального футбольного союза Приволжья, завершают предварительный этап. Лидер группы «Б» Цивильский Бомик предпоследнюю игру проводил на домашней площадке. В пятом туре соперником у подопечных Сергея Иванова были воспитанники Йошкар-Олинского училища Олимпийского резерва. Положение, как говорится, обязывает, и стараниями Вадима Богородского ворота гостей были распечатаны уже на 7-й минуте матча. 1-0. Но интересно, пропущенный мяч завел дружину гостей, которая к 23-й минуте уже вела в счете 2-1. Дубль на свой счет записал 15-й номер Никита Болдырев. На доказательство своего превосходства цивилянам понадобилось чуть меньше трети тайма. Ошибки обороны исправил 7-й номер Бомика Алексей Алексеев. Нападающий в течение 2 минут сравнял, а затем и вывел свою команду вперед. 3-2. Сказывается режим, в котором мы сейчас играем. По-моему, 3-ю или 4-ю неделю мы играем в режиме 2 игры в неделю. Это перед Чувашской республики, Кубок Чувашской республики и Кубок Приволжья. Наверное, накопилась какая-то усталость внутренняя. Тяжело просто настраиваться на каждую игру в 2 раза в неделю. Наставнику цивилян хватило перерыва для того, чтобы вернуть подопечным боевой настрой. Вторая половина матча проходила под диктовку хозяев, которые увеличили счет забитых мячей до 6. 6-2. Победа Бомика. За тур до окончания предварительного этапа цивиляне уверенно возглавляют турнирную таблицу группы «Б». А вот «Спартак» Ядрин Молоко в Ульяновске поделил очки с местным университетом, сыграв ничью 1-1. Впрочем, учитывая, что заключительный тур молочные гладиаторы проведут в Йошкар-Оле, красно-белые сумеют сохранить 2-ю позицию. А вот действующий чемпион МФС Приволжья «Химик» Август, сеянный в группе А, потерпел первое поражение. Вурнарцы в столице Удмуртии уступили со счетом 0-8 местному «Зениту». Впрочем, такому результату объяснение есть. В связи с началом первенства России во 2-й лиге основной состав «Химика» Августа в воскресенье стартует в первенстве России во 2-й лиге. А в МФС команду представляет молодежная дружина воспитанников Республиканской школы футбола. Ребята 2004-2006 годов рождения. Главный тренер Андрей Павлов. Рокировка стала возможной благодаря подписанному соглашению о взаимном сотрудничестве. Вячеслав Ильин. Вести. Чувашия.